Для того, чтобы попасть на кухню ресторана, меня облачили в специальную одежду. Но лучше всего использовать свежие яйца. Вот здесь самое сложное. Побыть немножко ревизора, можно я загляну в ваш холодильник? Пожалуйста. Мне разрешили. Прямо сейчас мы с вами это и проверим. Недавно мое внимание в соцсетях привлекло меню ресторана «Мама Гата». Привлекло оно богатым выбором завтраков, которые предлагаются с 10 утра до 4 дня. Возникает вопрос, почему завтраки и в такое время? Об этом мы поговорим с персоналом ресторана «Мама Гата». Так как я очень любопытна, на все мои вопросы ответит бренд-шеф ресторана «Мама Гата» Юрий Манчук, который прямо сейчас находится на кухне ресторана. Но для того, чтобы попасть на кухню ресторана, меня облачили в специальную одежду. Кроме всего прочего, нам нужны санитарные книжки. Пойдемте. Здравствуйте, Юрий. Юрий Манчук входит в топ-10 шеф-поваров Санкт-Петербурга. Шеф-повар ресторана «Чарли», Санкт-Петербург. С 2018 года является бренд-шефом семейного ресторана кавказской и авторской кухни «Мама Гата», город Якутск. Я так понимаю, вы готовите завтрак нам? Да, как раз я начинаю уже финальные аккорды, так сказать, приготовления блюда. Вы заказали тосты с крем-чизом. Все верно. Яйцом пашот и соусом на основе зеленой матчи. Это чай такой очень интересный. Вот, так что... Предыстория, почему мы заказали яйцо пашот? Поскольку дома яйцо пашот никогда не получается. Есть разные, знаете, как способы приготовления. Можно мешочек использовать, можно использовать, разбивать уже в кипящую воду, да? Но лучше всего использовать свежие яйца. Вот здесь самое сложное. Мне сказали, что вы бренд-шеф. А что это такое? Вот расскажите нам. Как вкратце объяснить это, знаете, человек, который следит за всем, даже больше, чем шеф-повар. Да? Шеф-повар, он стационарно постоянно на кухне, бренд-шеф может отсутствовать, да, какой-то период времени, заниматься другими проектами, еще чем-то. Более, знаете, такая медийная история. Назовите 5 причин, почему человек должен прийти к вам в ресторан позавтракать. Первая причина – это заряд энергии на целый день. Есть. Хорошая. Вторая – это хорошее настроение. Есть. Третье – это возможность избежать рутины. То есть не готовить дома, да. Четвертое – это экономия времени в том плане, что вы можете начать уже какие-то деловые встречи с друзьями и позавтракать в ресторане. И пятая причина – это контроль аппетита. Грубо говоря, что вы позавтракали, вы можете не пообедать, и потом уже поужинать. Завтрак – это самый полезный прием пищи. И важный. И раз уж я оказалась на кухне, Юрий, у меня есть такая давняя мечта – побыть немножко ревизора. Можно я загляну в ваш холодильник? Пожалуйста. Мне разрешили. Я знаю, что в первую очередь нужно проверить в холодильнике маркировки. Я вижу, что они здесь есть. Ну что ж, тут все окей. 5 за холодильник. Ну что ж, ревизора я побыла, теперь самое время приступить, я думаю, к завтраку, Юрий, да? Конечно. Приятного аппетита. Ох, как это вкусно выглядит. Так почему же завтраки подают с 10 до 16 часов дня? Ответ прост. Пока одни заведения открываются после полудня и предлагают гостям только бизнес-ланчи, «Мама Гата» ввели утреннее меню и подают завтраки на протяжении всего дня. Для тех, кто поздно просыпается и предпочитает неспешный завтрак, плавно переходящий в обед. Таким образом, в «Мама Гата» удобно завтракать и жаворонком, и совам. Юрий обещал, что от завтрака я заряжусь положительной энергией и хорошим настроением. Прямо сейчас мы с вами это и проверим. Как говорится в известной пословице, завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ну а ужин оставь врагу. Заведите приятную традицию не только обедать, но и завтракать в ресторане «Мама Гата».